Закон об обеспечении равенства, который вступил в силу 3 года назад, предусматривает создание в Молдове специального совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства. Это дает право всем лицам, находящимся на территории Республики Молдова, независимо от этнического происхождения, обращаться в совет в случае дискриминации. Таким правом воспользовался Ион Букурь совсем недавно, оказавшись в ситуации, когда ему отказали в отдыхе со своими друзьями в одном из ресторанов города Дроки. Видите ли, Рома курит и пьют, и они разбивают стаканы, и разбивают посуду, и поэтому им это неинтересно. Зная о том, что он может обратиться в совет по дискриминации, Ион зафиксировал разговор с руководством ресторана на свой мобильный телефон, после чего оформил заявление. Это только один случай дискриминации. В течение года совет рассматривает множество таких заявлений, по которым выносят свои решения. Жалобы, из которых в 103 случаях мы констатировали дискриминацию, и 4 основных критерия, по которым мы констатируем дискриминацию, это ограниченные возможности, это этническое происхождение или раса, это язык и это пол. Если видим, что там дискриминация, мы пишем жалобу в совете, мы вместе с ними, когда есть заседание, защищаем их в совете, а потом, если совет принимает решение, то и в судебные инстанции. Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации, обеспечению равенства в Республике Молдова является независимым органом и сотрудничает со многими международными организациями. В данный момент им реализуется проект «Поддержка национальных усилий по предупреждению и предотвращению дискриминации в Молдове» совместно с Советом Европы при поддержке Евросоюза. Мы можем получить своего рода экспертизу профессиональную, какие-то наши документы. Допустим, сейчас мы сделали при помощи Совета Европы и Европейского Союза экспертизу 2 наших законов. Очень важный для нас компонент, например, сейчас при поддержке Совета Европы мы смогли впервые создать национальную стратегию коммуникации в области предупреждения и борьбы с дискриминацией. По словам председателя Совета Яна Фельдмана, в Молдове около 80% людей сталкиваются с дискриминацией и около 30% ощущают эту проблему на себе. А значит, еще очень многое надо сделать для улучшения работы в этом направлении. С помощью европейского проекта Совет по дискриминации планирует набрать еще несколько консультантов, которые окажут существенную помощь по борьбе с дискриминацией в нашей стране.